Лайв спорт. Ну да, YouTube канал можно. Денис Хамитович, сегодня в своем выступлении, в своем поздравлении вы подчеркнули, что мужская команда не досчиталась золотых наград. На ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию, и какие уже краткосрочные, среднесрочные перспективы у Казахстанской Федерации бокса? Исправить ситуацию, к сожалению, уже невозможно, потому что мы все жалобы подали и протесты в ACBC. К сожалению, на наш взгляд, было несправедливое решение по 3 участникам, 2 точно. Наши протесты не были приняты, и мы сегодня, на сегодняшний день имеем ситуацию, то, что имеем. Результатом у нас нет золотых медалей. Но я бы хотел отметить, что руководство АИБы, Международной Федерации бокса, сделало официальное заявление о том, что они полностью поддерживают нашу позицию, Федерацию Казахстана. Поэтому я думаю, уже в ближайшем будущем, может быть, будет какое-то решение. А так в целом, мне кажется, на Олимпийских играх и в целом на других соревнованиях уже такой несправедливой позиции не будет. Денис Хамитович, с 2010 по 2012 год вы являлись вице-президентом Азиатской конфедерации бокса, и на тот момент казахские боксеры опережали своих коллег из Узбекистана. Сегодня ситуация поменялась, сегодня пальма первенства за узбекскими мастерами ринга. На ваш взгляд, в чем залог успеха наших южных соседей? Исторически у нас всегда это было, подчеркиваю, спортивное противостояние, поэтому я считаю, что это спорт. И если сегодня у нас есть результативнее более команда из Узбекистана, то я думаю, в ближайшем будущем мы покажем обратно хорошие результаты. Я уверен в этом, потому что настрой есть, члены сборной очень на высоком уровне показываются. Будем надеяться, что в ближайшее время пальму первенства мы возьмем. В год 30-летия независимости нашей отчизны наши спортсмены примут на 7-х летних Олимпийских играх, и казахские боксеры неизменно выигрывали для страны золотые награды. И вот в этот знаменательный год есть ли уверенность, что традиция продолжится, что наши мастера ринга вновь порадуют своих соотечественников успехами на главных стартах планеты? Настрой такой есть. Я думаю, что ребята должны показать себя только по максимально лучшей стороны, а мы будем надеяться на Всевышнего Аллаха, там только ему решать, кто победит. Вопрос прямой. Вообще со стороны такое ощущение, будто вас подставили. В каком смысле? В том смысле, что президентом Казахстанской Федерации бокса в непростой период взаимоотношений Казахстана с АИБой, и вообще в целом, когда АИБа такой сокрушительный крах на мировой арене в глазах Международного олимпийского комитета, и президентом КФБ становится Хинес Ракишев, здесь самая, наверное, большая ответственность на ваших плечах. Мне кажется, наверное, это неправильное умозаключение. Почему? Потому что все было очень логично. Я был приглашен после того, как закончил свою работу в Федерации дзюдо вице-президентом, если помните, по международным вопросам. Мы как раз вступили в переговоры и с Международной Федерацией АИБа, и с ACBC, Азиатской конфедерацией. В свою очередь, когда Тимур Аскарович уже предложил выйти на выборы и возглавить федерацию, то я согласился, так как те задачи, которые он поставил в вопросах международных отношений, были выполнены. На сегодняшний день, на мой взгляд, у нас прекрасные отношения с руководством АИБы, ACBC. Я думаю, мы будем приходить в любом случае к консенсусу. Но самое главное, не забывайте, есть еще Международный олимпийский комитет, который в конце концов должен решить судьбу вообще бокса. И это самый главный вопрос для нас всех. Поэтому эта работа ведется отдельно. И наш президент Национального олимпийского комитета Тимур Аскарович Кулебаев делает все, чтобы помогать боксу, как вы знаете, популяризировать бокс. Все мы же знаем, что номер 1 спорт в Казахстане – это бокс. У нас очень много специалистов, и практически все люди разбираются, знают. Поэтому нам есть и легко, и сложно в этом отношении. Денис Хамитович, давайте перефразируем вопрос. Азиатские игры 2018 года, чемпионат Азии, все-таки тревожный звоночек прозвучал. Да, наши спортсмены
бились достойно, но тем не менее мы остались без золотых наград. Давайте не забывать, еще есть вопрос пандемии, 2020 год, когда люди не могли не просто там тренироваться, друг друга видеть, поэтому этот год был сложный достаточно, 2020. Поэтому 21 для нас только начинается, есть уже результаты. И я считаю, что самое главное сейчас соревнование – это Олимпиада. Поэтому давайте будем ждать от ребят этих результатов и будем делать выводы после этого. И последний вопрос. Кенис Хамитович, ощущаете ли вы на себе вот ту огромную ответственность, которая легла на ваши плечи в связи с тем, что сегодня вы являетесь президентом федерации того вида спорта, который казахстанцы привыкли всегда к успехам. И сегодня, через месяц, буквально менее месяца осталось до главных стартов планеты, и золото, ну просто кровь из носа необходимо нам. Конечно, мы всей командой, лично я ощущаем большую ответственность, и мы считаем, что руководство Национального олимпийского комитета в лице Тимура Аскаровича доверяет нам и ждет от результатов не только НОК, а вся страна. Поэтому большая ответственность на ребятах. Мы, в свою очередь, как я сказал до этого, мы готовы помогать им во всем. Скесер. Рахмет.